Доброго ранку усім, хто розпочинає цю середу разом із телеканалом АТР. Я дякую, що ви обираєте нас. Це програма «Саба». Мене звати Аліна Блохіна. І я вже рада вітати гостя цієї ефірної години Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми Російської Федерації, разом з нами у цій студії. Ілля, доброе утро. Доброго ранку. Доброго ранку, так. Ну, власне, багато там хочу з вами встигнути обговорити. І пропоную перейти на російську для того, щоб нам з вами було зручніше спілкуватися. Во-первых, хочу у вас спросить вот про заявление, которое прозвучало у Службы безопасности Украины накануне, о том, что российские спецслужбы разрабатывают план для того, чтобы повлиять на президентские выборы, которые пройдут в Украине в 2019 году. Действительно ли есть у России такой ресурс? Каким образом это может быть сделано? Ну, на мой взгляд, это такое заявление самое очевидное, потому что Россия, во-первых, по всему миру прогремела, что она влияет на выборы даже там в Соединенных Штатах и на референдумы, которые проходили в Евросоюзе, там, Великобритании, например, по Брекситу. Очевидно, что она будет влиять на то, что происходит в Украине. Все выборы, без исключения, которые проходили в Украине, так или иначе были с влиянием Москвы. Были кандидаты, которые были более промосковские, менее промосковские. Но всегда это происходило. И, естественно, это будет происходить и в 2019 году. То есть, на мой взгляд, говорить надо там про степень этого влияния. И про то, насколько это влияние может быть или не может быть успешным. И мы видим, что в Украине объективно существуют политические силы, которые занимают там в той или иной степени пророссийскую позицию. Существуют отдельные политики, и вообще это характерно для многих представителей украинской политической элиты апеллировать к каким-то большим державам. Кто-то апеллирует там к Соединенным Штатам, кто-то к Германии, а кто-то к России. Каким образом это может быть сделано? То есть, когда состоялись выборы в Соединенных Штатах Америки, говорили о непосредственном вмешательстве России в результаты выборов. Да? Это касалось Дональда Трампа, победителя этих выборов. Каким образом? То есть, это будет какая-то возможная, да, там, агентурная работа? Или это будет непосредственно уже попытка повлиять, знаете, это будет попытка превенции или попытка повлиять уже на результат голосования? Ну, я думаю, нет. Это именно политическое влияние и агентурное влияние. Это не то, как вчера, когда появилась эта новость, очень многие произнесли слово фальсификации. Вот я думаю, что грубо говоря, та технология, которую Россия применяет внутри самой себя, когда просто там переписываются результаты протоколов, то есть люди голосуют по одному, а считают по другому, думаю, вот это как раз маловозможно в этих выборах. Но любые способы влияния на волеизъявление, да, это прежде всего медийные манипуляции через как подконтрольные телеканалы, так и с помощью социальных сетей, а также подкуп просто прямой отдельных политиков, подкуп там дать им деньги на избирательную кампанию, либо пообещать какие-то пряники в случае там их победы, это безусловно будет происходить и в многократно больших масштабах, чем это происходило на выборах в США. Еще одна новость, которая вчера появилась в нашей информационной плоскости, которая тоже стала для многих удивлением, о том, что консульство Российской Федерации продает недвижимость на оккупированных территориях. У каждого свой маленький бизнес, да. Да, то есть это для наших зрителей расскажу о том, что это был сюжет одного из украинских телеканалов, и непосредственно благодаря женщине, которая сейчас здесь, в Киеве, проживает, которая уехала с временно оккупированных территорий, она хотела продать свою квартиру, и оказалось, что, в принципе, это решить можно через российское консульство. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины возмутились этому факту, сказали, что такие действия являются грубым нарушением законодательства Украины и Венской конвенции о консульских сношениях. Илья, ну вот как вы прокомментируете эту ситуацию? Потому что фактически дипломатическая, да, структура подторговывает. Ну, я думаю, что на самом деле объективно, скорее всего, это частная инициатива отдельных товарищей. Ну, просто действительно все хотят делать свой какой-то маленький бизнес на этой войне. И вот, соответственно, я думаю, что находятся люди, естественно, и в российском консульстве, да, которые это делают. На это просто надо жестко реагировать, объявлять соответствующих людей и персонами нон-грата высылать из страны, потому что действительно это просто прямое нарушение того, чем они могут заниматься как дипломатические служащие. Ну, де юре, имеет ли Украина, например, да, возможность, как вы сказали, этих людей выслать? Конечно.
Украина имеет возможность выслать любого российского гражданина, который делает что-то, что Украине не нравится, даже не в смысле какого-то нарушения закона, а просто если вам как стране что-то не нравится, вы можете в любой момент времени объявить человека персоной нон-грата без объяснения дополнительных причин, почему это происходит. Ну а в данном случае тут объяснение тем более на поверхности. Как вы думаете, стоит ли ждать какой-то, ну, возможно, международной реакции на эту ситуацию, или только можно там какие-то комментарии услышать? Ну, я думаю, что эта ситуация, она практически на уровне такого грустного курьеза, да, что вот все пытаются сделать на крови, насилии, вторжении, аннексии, пытаются сделать свой личный бизнес. Вот это лишнее напоминание об этом, да, о том, что это происходит абсолютно на всех уровнях. Это просто иллюстрация того, насколько глубоко зашло разложение российского государства, да, что там наверху воруют по-крупному, а внизу по-мелкому, и на это все закрывают глаза. Ну вот просто, мне кажется, вам не стоит с этим мириться. Еще один важный момент хочу с вами обсудить. Прежде додам информации. Вчера Ирина Геращенко, представитель Украины на переговорах в Минске в гуманитарной подгруппе, объявила новые данные о людях, которые погибли или пострадали вследствие российской агрессии. По данным ООН, с 2014 года погибли более 10 220 украинцев, среди которых 2335 военнослужащих. Остальные, следственно, это цивильное население. И около 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Но это, знаете, это те цифры просто новые, которые нужно оглашать, но вопрос у меня не об этом к вам. Сегодня очередная встреча временной контактной группы в Минске. И вот тоже накануне министр внутренних дел сказал, что Минские соглашения себя изжили и нужны какие-то новые. По вашему мнению, действительно ли Минск до сих пор эффективен? Если нет, то какие пути решения переговоров может быть следующим и нужен ли он? Ну, даже вот в вашем вопросе звучало «до сих пор эффективен». А, собственно, когда он был эффективен? Мне кажется, что Минские соглашения были эффективны на протяжении буквально нескольких дней, и то были недостаточно эффективны, потому что я напомню, когда их принимали, главная проблема была, что была вторая волна российского наступления на востоке Украины, и необходимо было это наступление остановить. И оно было там приостановлено, Минские соглашения зафиксировали определенную линию разграничения, тем не менее это не помешало захватить Дебальцево даже уже после заключения Минских соглашений, и что лишняя, в общем, иллюстрация того, насколько они были в кавычках эффективными. Что касается всего остального, что там написано, оно просто не выполнялось никогда. И вот все эти годы, которые прошли с момента заключения Минских соглашений, в которых написано много, на самом деле, там, правильных вещей, но идут дебаты между Россией, там, сепаратистами и Киевом относительно того, как следует вообще читать то, что написано. Позиция Украины, я ее в этом смысле полностью разделяю, о том, что есть определенная последовательность действий, которая начинается с того, что там сначала надо прекратить стрелять и убивать людей, а потом, соответственно, решать остальные пункты, которые там написаны. Поскольку первый пункт никогда не был выполнен, и стрельба продолжается, и каждый день на фронте продолжают гибнуть люди, соответственно, и все остальные пункты, они никогда не действовали. Это вещь очевидная, и про это многие говорили все время. Но для украинского руководства было важно, поскольку страна нуждается в иностранной помощи там, финансовой, страна нуждается в политической поддержке, поэтому там, президент вынужден все время говорить: да, мы там за Минские соглашения, да, мы за Минские соглашения, да, мы за Минские соглашения, но он понимает о том, что они все равно не выполняются, поэтому говорить об этом можно сколько угодно. Наконец, в этом году в том числе то, что говорил президент Порошенко, начало реализовываться. То есть он говорил, давно предлагал вводить миротворческие войска на вот эту самую территорию сепаратистскую, да, и тем самым вот прекращать этот конфликт с помощью внешней полицейской и военной силы. С момента, когда в Соединенных Штатах поменялась
администрация, появился Курт Волкер, соответственно, этот процесс пошел. То есть, действительно, можно говорить о том, что Минские соглашения свою роль сыграли, там, хорошо, но теперь надо, соответственно, двигаться дальше. Именно об этом вчера Аваков и сказал. Ну, один момент – это то, что Минские соглашения – это не только о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, это еще о заложниках, которые находятся на территории Ордо-Ордло. И как раз после событий в Луганске заговорили о том, что Игорь Плотницкий, как один из подписантов этих соглашений, ну, знаете, чуть ли там не жив остался благодаря этим соглашениям, потому что там стоит его подпись. Так вот, когда мы говорим об обмене заложниками, да, говорят сейчас о том, что до Нового года стоит ждать хороших новостей, на высшем уровне достигнуто соглашение про обмен. Вот в контексте обмена пленными все-таки Минск и, опять же таки, другой механизм. И действительно, как вы думаете, дождемся ли мы обмена в этом году? Ну, мне кажется, что процесс обмена пленными происходит не в рамках Минских соглашений. То есть то, что эта тема упомянута и в Минских соглашениях тоже, это не говорит о том, что по Минским соглашениям это все, соответственно, происходит. И мне кажется, что судьба того же самого господина Плотницкого, да, она решалась не в силу этих самых Минских соглашений. Вопрос про пленные был инициирован Медведчуком. Это скорее к первому вопросу, который мы с вами обсуждали относительно влияния на украинские выборы и влияния, кстати, и на российские выборы. То есть Путину хочется показать российским избирателям перед своими выборами, какой он гуманный, и что его воздействие на украинский конфликт, вот оно сугубо такое гуманитарное, там, великодушное, с широкой душой, и вот он, соответственно, там, готов содействовать освобождению пленных, а с другой стороны возвеличивать фигуру Виктора Медведчука, его родственника, кума, да, то есть для того, чтобы у того были лучше стартовые позиции перед началом избирательной кампании в Украине. Это как раз один из способов манипуляции. Минские соглашения тут абсолютно ни при чем. Я все равно приветствую любые шаги, направленные на то, чтобы конкретные люди были освобождены, чтобы они остались в живых, вернулись домой к своим семьям. Но просто всем украинским гражданам, я думаю, просто стоит трезво понимать, почему это, соответственно, происходит. И когда принимать решение о том, как голосовать в будущем, стоит помнить, что вот является настоящей мотивацией. То есть, в принципе, обмен заложниками – это вопрос репутации Путина? Это не вопрос репутации, это вопрос вот, воздействия на избирателей, потому что в России, ну, вот эту вот войну многие россияне не понимают о том, что она вообще в принципе идет. И когда мы здесь из Украины там даже там, начинаем нашим друзьям каким-то что-то писать, там, употребляем слово «война», они очень часто удивляются, какая война. Ну, там, дескать, какие-то непонятные действия там, на востоке Украины, но как война, они это не воспринимают. Они не воспринимают, что Россия напала на кого-то, там, ведет боевые действия, да, то есть даже те люди, которые настроены оппозиционно. Но они же, тем не менее, они предъявляют Путину о том, что, ну, если у нас нет войны, то давайте, что у нас войны и нет, да, и россияне в большинстве своем не настроены воевать. Даже крымнашисты, которые говорят о том, что Крым наш, да, вот там посылать войска на восток Украины, такой склонности у людей, как правило, нет. И поэтому Путину важно это и показывать, о том, что нет, наших войск там нету, мы с Украиной не воюем, Украина братский народ, все, ребята, хорошо, но вот они там между собой не могут разобраться, но мы-то, как россияне, мы же вот, мы классные, мы хорошие, мы добрые, вот видите, нас попросили освободить пленных, и мы делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы они были освобождены. Надеюсь, вопреки тому, что вы сказали, тому, как это будет представлено, все-таки пленные будут освобождены. Я хочу вас еще спросить. Вот Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, высказал такое мнение, что конфликт на Донбассе в ближайшее время не будет урегулирован. Он сказал, что военные действия будут продолжаться. И через год вы с ним согласны, как думаете, насколько может затянуться этот конфликт?
Ну, я бы хотел уточнить, что именно он сказал. Он сказал, что он надеется, что конфликт будет урегулирован, но если оценивать трезво шансы, будет ли через год еще продолжаться какие-то боевые действия, то он считает с вероятностью 80% через год этот конфликт еще урегулирован не будет. Да, тем не менее, он делает все, что от него лично зависит, для того, чтобы в нем была поставлена точка, и он большой молодец. Да, это наконец появился человек от международного сообщества, который действительно понимает, что происходит, и действительно делает правильные шаги для того, чтобы как-то приблизиться к миру. Это впервые вот за все время существования этого конфликта. Тем не менее, он прав в чем? Я считаю, что до президентских выборов в России Путин не допустит никаких шагов ни в одну, ни в другую сторону, ни в сторону обострения, ни в сторону замирения, ровно по тем же самым причинам, что вот в России существуют разные слои населения, вот существуют эти ура-патриоты, которые говорят про танки на Киев, да, а существуют и наоборот те, кто говорит, ни в коем случае никакой войны. И он должен одновременно удовлетворять и тех, иметь возможность и тем, значит, соответственно, что-то говорить. Поэтому до 18 марта будут продолжаться переговоры без каких-либо продвижек вот, с точки зрения миротворцев. Потом начнется действительно настоящая содержательная дискуссия в Организации Объединенных Наций относительно того, какой может быть формат. Вот то, что Россия говорит там, по линии разграничений или полицейская миссия для охраны ОБСЕ, но не для замены сепаратистских, соответственно, вооруженных формирований. И Украина, естественно, и у Соединенных Штатов противоположная позиция. Когда будут идти эти переговоры, Россия вполне может спровоцировать новую волну обострения, потому что это то, как обычно Путин и действует. Он сначала там, повышает градус, поднимает ставки, а потом значит, куда-то отходит на там, заранее приготовленные позиции. Вот тогда обострение может и произойти. Но я все-таки надеюсь, что как можно быстро будет решен вопрос о вводе миротворцев. Вы думаете, введение миротворцев поспособствует урегулированию конфликта? Ну, я считаю, это самый реальный шанс, если миротворцы будут введены в достаточном количестве. А в данном случае мы говорим, что это там, контингент должен составить там, не менее чем 20 тысяч человек. Это большие деньги, большие затраты. Это вопрос, какие страны будут готовы направить свой воинский контингент. Это все то, что будет обсуждаться реально только в следующем году. Поэтому это медленный процесс. К сожалению, мировая политика, она делается достаточно медленно. Но когда это будет сделано, да, я считаю, что это может привести к кардинальному улучшению ситуации. Илья, спасибо вам большое, что вы присоединились к нашему утреннему ефіру. Спасибо за розговор. Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми Російської Федерації, був гостем цієї ефірної години. Програма сама повернеться до вас буквально за 5 хвилин. Будемо говорити з політологом Олексієм Якубіним про всі актуальні політичні події в Україні та світі. Не перемикайтеся.